если психотерапевт не врач, а психолог, допустим, у него клиент. Вот. И вот они заключают или письменный договор, или устный. Ну, где указывают там в этом договоре, в этом контракте, что, допустим, если человек, вот ему назначили время, там, 15 часов, а он не пришел, то он должен оплачивать, да, это время. Ну и так далее, там разные вот как бы пункты. И вот я хочу с вами сегодня заключить такой контракт, устный. Вот в чем он будет заключаться? Вот все, что я буду показывать, да, вы должны повторить за мной. Вот. Но дело в том, что здесь не будет никакого там как бы принижения вашего достоинства и так далее. То есть, но этот контракт обязательно мы должны с вами заключить. Да. Вы согласны? Все согласны? Да? Согласны? Да? Все согласны? Да? Да. Давайте поднимайте руки, кто согласен. Вы? А? Поднимайте руки. Согласны? Да. А вы? Все, да? Да. Кузьминична, девочки согласны? Да? Да, все согласны. Вы согласны, да? Все? Ну, ладно, тогда основное дело сделано. Вот. Нет, ну сейчас мы пока поговорим о вчерашнем. Вот я вот вам давал задание, да? Вечерний настрой, утренний настрой, там, чтобы посмеяться. Вот у всех получилось или у кого-то не было времени? Все этим занимались, да? Все. Хорошо. И получилось, да, утром посмеяться, да? Состояние легкости. Кто-то воду пил, нет? Соленоватую. Поднимите руки. А? Вы, да? Как получилось, да? Каждый день пью, поэтому... А, вы каждый день, да, такую воду пьете? Ну, отлично, видите, как. Я своей знакомой рекомендовала. Хотите на ней сначала? Это тоже хороший вариант. Понятно. Человек не удобный. Да. И дело в том, что, знаете, вот я был, когда приезжал специально изучить буддийский монастырь, да, и там, знаете, вот эти монахи в шафрановых одеяниях, да, вот сидят в позе лотос, да, и медитируют. А учитель, у него бамбуковая палка, да, он вот так вот за всеми внимательно смотрит. Если кто-то отвлекается, кто-то не выполняет, он к нему подходит и по голове. Этой бамбуковой, да. Вот у меня бамбуковой палки нет. Поэтому вот все, что я вам буду рекомендовать, ну это для вас, понимаете, в первую очередь. Эти методики, они испытаны. Уже, вот, понимаете, сколько там тысяч человек, а? Бамбуковая, да, бамбуковая. Да, а? Или трясящие вот бамбук. Не, просто бамбуковая, знаете, по затылку, как прежде. Ой, учитель, извините, я задумал. Смотри. Понимаете, вот, так что... Да. И вот мы с вами говорили, да, сознание наше и наше подсознание, да? Сознание и подсознание. То есть основное в нас это наше подсознание. То есть мы подсознательно любим какую-то определенную пищу, да? Понимаете, вот, которая с детства у нас была. Подсознательно мы ищем друзей себе. Подсознательно ищем жен, мужей, да?
подсознательно ищем, то есть это все вот эти вот программы, да, они заложены в нас здесь. Вот представьте себе, маленького ребеночка, да, взяли, принесли домой, да, вот из роддома, он только родился. И у него нет вот здесь вот никаких программ. И вот он, этот ребеночек маленький, он внимательно следит, что говорит мать, что говорит отец, как они относятся вот к окружающему миру, да, какую пищу они употребляют. И этот ребеночек, да, он все впитывает в себя. Понимаете? Вот, все впитывает. А потом уже, когда он вырастает, он вот эти программы реализует в жизни. Все реализует в жизни. Как я уже вам говорил, для мальчика первая женщина — это мать. Да? И вот по образу матери, да, он ищет именно такую жену, которая бы вот какими-то качествами, или внешне, или, понимаете, вот обязательно должна походить вот на его мать. Для девочки это отец, если полная семья. И вот она вот ищет именно такого. И вот смотрите, как на подсознательном уровне, да, происходит развод семьи. Допустим, девочка, да, вот увидела там молодого парня. Он ей чем-то вот подсознательно опять, он чем-то ей напомнил отца, да. А она воспитывалась в семье, где отец был доминирующий. Он, понимаете, руководил семьей. И она вот привыкла, что мужчина должен руководить. А этот парень, которого она выбрала, он воспитывался в семье, где не было отца. Его воспитывала мать. И он привык женщине подчиняться. И вот они живут какое-то время, да, а он ей подчиняется, понимаете, она не видит вот этого вот как бы доминирования, да, в семье. И потом на подсознательном уровне они расходятся. А когда действительно вот она находит достойного мужчину, который вот, соответствует всем параметрам, тогда они живут. Они живут долго, счастливо. Понимаете? То есть все заложено в нашем подсознании. В нашем подсознании. Потом, значит, вот смотрите, вот общество, да, оно не любит личностей, да. Вот нас в школе как учили, да, там, не высовывайся, будь как все, да. Ну что ты там ржешь, да, там, во время урока ребенок начинает смеяться там. И вот эти программы, они сидят в каждом из нас. Понимаете, чтобы мы не высовывались, чтобы мы были как все. И вот эти комплексы, они заложены в нас с детства. Чтобы мы боялись начальников, чтобы мы, понимаете, подчинялись и так далее. То есть, все общество, оно настроено на что? Для того, чтобы людьми можно было управлять, чтобы они не... И иногда бывает как? Вот человек очень талантливый, да? А вот в нем сидит эта программа, не высовывайся, будь как все, да? И он не может добиться тех целей, которые у него есть. А мы, когда с вами на второй ступени, я вас буду обучать, да? Я вас научу, как людей кодировать на уверенность. Как у них снимать вот эти блоки. Я даже сегодня вам буду об этом рассказывать. Понимаете, здесь как? Вот все методики, которые мы с вами будем отрабатывать, вы сначала отработаете на себе, а потом, естественно, будете реализовывать на своих пациентах. Вот. А можно вопрос? Почему у некоторых людей возникает какой-то ложный страх, что этот человек тебе навредит чем-то? Это сознание и подсознание, или это комплексы человека? Что этот человек? Почему у людей возникают ложные страхи? Например, вот этот человек может мне причинить какой-то вред или что-то. Это работает сознание, страхи? Это скорее всего, вот подсознательные программы, да? Допустим, человек один раз обжегся, вот
от такого же, да, случая и так далее. И у него он проявляется. И потом это как страх? И это да. Я вас научу, как это все убирать из подсознания. А? Как это все убирать? У себя и у своих пациентов. Ну это же ложное. А? Это же ложное. Это может быть ложное. Может быть действительно, понимаете, вот, допустим, вы встретились с каким-то человеком, да, а потом у вас идет какое-то вот ощущение, то есть подсознание, да, оно же... Ну это опыт, да, предыдущий. Это опыт. И может быть настоящий страх. Допустим, вы с каким-нибудь маньяком встретились, да, и ваше подсознание, оно же как? Через наши глаза, уши, да, ощущения. Оно подсознательно, мы даже, вот знаете, вроде бы, а подсознание все следит за всем. И она видит в этих жестах, в мимике, понимаете, этого человека какую-то опасность. И начинает нам сигналить. Подсознание не может сказать сознанию, да, слушай, там, Петя, вот этот человек опасен. А через волнение, через чувства, через образы в наших снах, понимаете, подсознание нам сигналит. Да. Это даже, знаете, вот иногда мы едем куда-то, да, вот вы обратите внимание, едем, допустим, в автобусе, и вдруг у вас плакат, да, перед глазами написано «Полный вперед». Это вот подсознание нам говорит, что все нормально. Или же там идете куда-то навстречу, а вам какой-то плакат, да, где-то встречается там «Стой», «Назад» или еще что-то. Понимаете, здесь сразу надо задуматься. Вот недаром Конфуций говорил, что Бог с человеком разговаривает языком знака. Понимаете? Я иногда наше подсознание называю божественный разум. Божественный разум. То есть это же наше подсознание соединено вот, с божественным полем, да, или как писал Вернадский, снова с верой, да. Поэтому мы можем оттуда, да, черпать какую-то информацию определенную. Вот. Так что нужно научиться именно своим сознанием разговаривать языком нашего подсознания. То есть образами, мыслеобразами и чувствами. То есть, допустим, вы решили, допустим, поставили перед собой какую-то цель. Купить квартиру, да? Купить квартиру. Или же, там, допустим, выйти замуж. Или же, то есть, разные у нас цели. И мы должны эту цель увидеть, ее представить. Понимаете, с чего начинается? То есть, начинаем работать с языком нашего подсознания. Потому что если вы будете говорить, там, вот хочу машину, там, хочу там квартиру, хочу еще что-то, хочу там хорошую работу, но подсознание это не слышит. Мало ли, что этот ребенок говорит взрослым. Понимаете? Поэтому здесь вот смотрите еще, вот это самый такой, вы, наверное, все слышали, да, об этом методе, да. Вот берете лист бумаги, да, стандартный белый лист, да, разбили его на 6 частей. И, значит, вот первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. Это, допустим, вы ставите план на год. План на год. И, значит, первое, допустим, это, допустим, здоровье, да? Здоровье.
вы начинаете листать какие-то медицинские журналы, да, медицинские журналы, и видите фотография, красивая такая, хорошая фотография, там семья. Семья, здоровые, жизнерадостные. Вы вырезали и, значит, приклеили, да, приклеили на этот лист. И обязательно должны написать какой-то слоган, да. Моя семья здорова. Понимаете? Обязательно, то есть, должна быть картинка, да, образы и подобия, да, мы говорим магия, да, вот в этом магия и заключается, образы и подобия. И обязательно какой-то призыв, слоган. Моя семья здорова. Или, допустим, если вы о себе, только вот некоторые одни живут там, я здоров, там, и фотография мужчины, вот полный, значит, здоровья, сил, улыбающийся. Потом дальше, там, допустим, второе, да, это там деньги, да, нашли в каком-то финансовом журнале, да, там, стопку денег, да, и приклеили, и опять же, слоган, там, я богат, или еще что-нибудь. Понимаете, и так вот все заполняете. Как карта желания. Карта желаний, да, карта желаний. И ее повесили у себя там, допустим, над кроватью, чтобы вы ее постоянно видели. Но чтобы посторонние ее, если к вам пришли, чтобы они ее не видели, чтобы меньше было вопросов. Как я вам говорил, что в тайне наша сила. Если мы будем говорить, да вот, я сделала себе карту желаний, она там, понимаете, ничего не получится у вас. Абсолютно. Это все держим у себя внутри. У себя внутри. Карта желаний. Потом, знаете, вот мощная методика, да, которую я даю несколько позже, чтобы ее не забыть, я сразу вам, называется методика позитивного будущего. Методика позитивного будущего. В чем она заключается? Это я вам примеры привожу. Допустим, надо лечь на операцию, да? Там, допустим, через месяц операция. У вас, или там у близкого, или еще у кого-то. Операция. Или вы собираетесь куда-то лететь. Там. Вот, допустим, операция, да? И вы, значит, свой мобильник настраиваете, да? В течение дня 3 раза он должен прозвонить у вас. Там, допустим, 12, 15 и 18. И вот как только он позвонил, вы, значит, садитесь и начинаете медитировать. Начинаете представлять, что, допустим, вот вас везут на операцию, да? Что, значит, там разрезали, там все правильно сделали, все зашили, да, все благополучно. И потом вас возвращают живого, здорового, да, из этой палаты. Потом вы дальше своими ногами уходите здоровый абсолютно из больницы. Понимаете, это методика позитивного будущего. То есть вы программируете в течение, там, допустим, дня, да, днем 3 раза. Потом ночью 2 раза. Ночью 2 раза. Будильник прозвонил, вы проснулись и также представляете. Понимаете, так в течение недели до этой операции. А наши мысли, да, вот Казначеев говорит, наши мысли, они материальные. Понимаете, вот представьте себе, мы когда начинаем что-то представлять,
в астральном мире мы создаем голограмму. И вот это вот наш образ, да, вот эта голограмма. И потом, эта голограмма, которую мы создали образом, она начинает жить своей жизнью, да, и реализовываться. Понимаете смысл такой? Так что это очень важно, да, научиться влиять на свою жизнь. Допустим, собираетесь на самолете куда-то лететь. Перед полетом за несколько дней вот включаете, да, свой будильник и 3 раза днем, 2 раза ночью представляете, что вы летите на самолете, да, все спокойно, он приземлился, вы вышли живы, здоровы. Вот так. Ну и другие желания. Понимаете, здесь вот просто огромный спектр ваших желаний. Какие разные ситуации бывают. Сдача экзаменов, да, работа, там личная жизнь и так далее. Вот. А если, например, мы не знаем, мы хотим продать что-то, мы же не знаем, когда это продастся. Если мы хотим продать что-то, Ну, мы же не знаем, когда это покупать. нет, ну вы просто как бы вот представляете, что человек пришел, здесь же никогда что, а вы программируете, что эта вещь продается. Продали, все, забрал, расплатился и ушел. Все. А что вы, квартиру хотите? Офис. А? Ну, так вот и продавайте. Продавайте. То есть здесь вот начинайте в течение месяца. Понимаете, вот да, каждый день представляете, что человек пришел, что вы договариваетесь, подписали договор, все, он оплатил, и вы избавились от своего. Все. Но при чем здесь? Мы же не знаем, когда. Наоборот, вы программируете, чтобы это исполнилось. Причем здесь уже даты не имеют вообще никакого смысла. Вот. Вот так. Очень хорошая, сильная методика, которая работает. То есть, еще раз вам говорю, что магия это что? Это образы и подобие. Образы и подобие. Вот. Я вот вам говорил, что самое тяжело, да, самое тяжело, это влиять на самого себя. Да? Это вот нужно себя там, вот, держать в узде, нужно там, потом уже на других, да, на второй ступени, там намного все проще. Вот, выполняя, как я вот вам буду показывать, да, и будете лечить людей, да, с помощью гипноза, будете их кодировать, будете там программировать их на здоровое долголетие и так далее. Вот. А мы должны, мы должны научиться быть сильными. Быть сильными. Вот эта воля, да. Потому что, еще раз, вот всем хочу сказать, что некоторые говорят, вот, на меня воздействие какое-то там, то, сё. Ну и что? Только на сильных идет воздействие, понимаете, слабые никому не нужны. Говорят, вот там неуловимый Билл, помните этот анекдот? Он говорит, почему он неуловимый? Он говорит, потому что никому не нужен. Понимаете? Да. Так и, понимаете, слабые никому не нужны. А чем выше мы будем подниматься, чем будем раскрывать больше своих способностей, естественно, понимаете, будет и влияние, и воздействие на нас. Ну и что? Говорят, вот, это даже древние говорили, если тебя обсуждают, значит ты что-то стоишь в этой жизни. Понимаете? А мы все боимся, там, вот сглаз, вот там порча. Ну и что? Научу, все поснимаете и так далее. Это же все, как, понимаете, как гриб уходит. Самое главное, чтобы, знаете, вот внутри вас вот эта вот сила была, вера, да, что я все смогу.
Божьей помощью, да, с помощью моих потомков, с помощью, вернее, предков, с помощью моих там вот покровителей, я обязательно буду добиваться там тех целей, которые буду ставить перед собой. Но с другой стороны, вот эти вот методика позитивного будущего, она предполагает следующее, да? Предполагает следующее, что мы не должны никому вот из-за своих желаний причинять зло. То есть мы должны относиться к людям так, как бы вы хотели, чтобы относились к вам. Вот это вот главное мерило, да? То есть, допустим, хотите на кого-то повлиять, да? А потом вот как бы себя поставьте там и скажите, а вот если на меня там кто-то будет воздействовать, мне это будет приятно или нет? Это у меня вот на конгрессе выступала Еремеева Татьяна, да? Она написала 2 книги «Законы мироздания». Она как бы себя ассоциирует, говорит, я вот как бы представитель на земле абсолютно, да? И у нее книги действительно очень мощные, сильные такие. И вот она говорит, если, допустим, вы на кого-то вот так повлияли, да, то ждите кармически. На вас то же самое также будет влиять. И вы не удивляйтесь, если значит, на вас это влияние будет. Понимаете, в жизни оно все, любые влияния, они как хорошие, так и плохие. Они в обязательном порядке вернутся к вам. Вот. Это мы с вами на последнем, по-моему, занятии будем просматривать свои прошлые жизни, да, прошлые жизни. И у меня прям конкретно есть, понимаете, есть исследование такое. Там, допустим, если человек в прошлой жизни вот грешил, да, то потом в следующей жизни, да, это ему как бы вот он это все дело отрабатывает. И от этого никуда не денешься. Поэтому, знаете, как эти греки говорили, да, древние греки, Платон, Сократ и прочие, они говорили «моментом море», помни о смерти. То есть, что, понимаете, чтобы о себе оставлять хорошую память, да, хорошую память. Потому что мы все не вечны, еще не было ни одного, да, кто бы остался здесь вечно жить. Наш путь, мы как бы вот временные путники, да, в этой жизни, временные путники, да, и должны достойно, да, по-человечески, да, вот, пройти этот путь. Тем более у нас путь очень непростой, мы лечим людей, мы должны людям помогать, это, понимаете, нам там обязательно зачтется, да, вот в этой небесной бухгалтерии, да, и, значит, будем помогать, будем развиваться, будем раскрывать свои способности и обязательно брать отзывы своих пациентов. Отзывы. Это в обязательном порядке для нашей конфедерации целителей России. То есть это ваша доказательная база. Вот, допустим, захотели, чтобы вас наградили, да, вот представили эти отзывы, сказали, что вот так-то и так. Тогда наша комиссия рассматривает и награждает вас. Вот так. Но и вот эти вот 7 правил, о которых я вам вчера говорил, да, это покой мысли, да, воображение, медитация, это постановка цели, да, постановка цели. Помните, да? Энергия, вера и воля.
Хорошо. Теперь давайте с вами перейдем к очередной теме, да,